Доброго утра! 3 февраля у нас на календаре. Время 7 часов утра. Проснулся сегодня пораньше. Проснулся в 5. Затопил печь. Поставил чайник. Вот он уже закипел практически. Поставил борщец греться. Тоже уже готов. Давным-давно уже поставил опять на кирпичи. В общем, на улице уже начало светать. Завтракаем и идем на речку. По планам сегодня у нас... Что? Рыбалка до обеда. До обеда порыбачим. И надо будет выдвигаться обратно. Если никто не подъедет, будем выходить пешком. Или на врагане. Все оставляем здесь. Сани прицепные. И все оставляем. Берем только с собой ствол и ключи. Ключи берем, потому что, может быть, в дороге он до конца доломается. А если выдержит до машины, то очень хорошо. Я прямо там разбираю полностью задний каток. Еду домой, ремонтирую, меняю подшипники. Вал с катками, в смысле, разбираю, везу домой. Меняю подшипники, ставлю, собираю, чтобы в следующий раз только приехать, собрать и приехать сюда по новой. Вот такие вот планы. Идем сегодня, вернее, прямиком до того места, где остановились. Пробуем еще немножко там по старым лункам пройтись. Возможно, вчера был не клевый день. Возможно, может, сегодня поклюет. И по планам дойти до ямы. Я вчера притащил уже лыжи обратно, но, скорее всего, я опять же пойду на лыжах, потому что там опасный перекат и все такое. Ну, будет видно. Будет день, будет пища. Сейчас, я так думаю, пока завтрак, то все. Где-то 8 часов мы должны отсюда уже стартовать на речку. Все, завтракаем. Всем приятного аппетита. Завтрак у нас ничего не меняется. Тот же борщец. И также вкусно. Вот. Заливаем термос чай. Сегодня термос с кашей и с мясом с собой не берем, чтобы раньше сюда прийти. Если я с собой возьму обед, я там пообедаю, опять будет до темноты. А так кушать захочется и приду сюда. Все, планы построены. День начинается. Итак, время, как и планировали, 8 часов. И мы пока еще не на реке, но уже все. Взяли все самое необходимое и выдвигаемся. Вот, давайте, друзья, запомним, как у нас встает вот солнышко на 8 часов утра. Только-только показалось из-за горизонта, где-то появилось в 7:45, наверное, 7:50. Немножко поснимал, как оно всходит. Вы это уже увидели. Ну и все, пока избушечка, пока ураган. Надеюсь, кто-нибудь до сегодня подъедет. Если нет, то придется топать пешком. Тропинка наша уже немножечко утрамбовалась. Уже не надо ползать по пояс снегу. В принципе, уже держит. Это я, считай, прошелся туда-обратно, 4 раза. Вот если бы сейчас еще проехать разик на снегоходе, было бы вообще шикарно. Можно было бы уже по утоптанной тропинке ходом стартовать
ехать уже и по реке кататься, а не ходить пешкодраусом. Ну ладно, пешком тоже ходить полезно. Единственное, то, что много уходит времени на ходьбу, который можно было бы использовать на рыбалочку. Что успеем половить, то успеем. Что поймаем, то значит наше. Ну а если не поймаем, то значит здесь рыбы нет. Гора, конечно, здесь приличная. Спускаться-то и то устаешь. Подниматься вообще труба. На прошлый год мы здесь заскакивали на урагане. Разик спустились. Немножко утрамбовалось. Конечно, не с санями. Без груза. Один улетал. А последний день уже и сани вытащил. Фух. Свежих волчьих следов вроде как бы не видать. Это хорошо. Они сами, наверное, вчера в шоке были. Думают, наверное, откуда человек? Всю зиму не было. Откуда он появился? И дали дёру. И все. Прибыли, а теперь ноги в руки и потопали вверх по течению. Ну вот, дотопали до того места, где вчера закончили нашу рыбалку. И прежде чем двинуться дальше, попробуем. Вот пробурил раз, два, 3, 4, 5, 6 вчерашних лунок и одну седьмую. Глубины нет. Там до дна дошло. Даже не верится, что здесь лет 10-15 назад была ямка глубиной 1,5 метра, наверное. Сейчас глубины здесь нет. Яму засыпало полностью. Может, из-за этого и нет рыбы. Но попробуем. Прошлый год здесь немножко поклевало. Может быть, еще грешу на толстую леску. У меня леска здесь 0,18 ставил. И может быть еще из-за этого. Может быть то, что нимфа близко к мормыхе получилась. Не знаю. В принципе, когда ловится, тогда пофиги-то. И клюет на пустую мормышку и все. Но когда жор ухарился. А когда он не ловится, ему то не так, это не так. 100 причин, как пел Игорь Николаев. И у него на это 5 причин. Тут не 5, тут 105 причин у него может быть. Так, ну вот, насадили свежих опарышей. Сейчас будем пробовать. Так, надеюсь, видно. Лишний лед уберем с лески. Так. Ага, все, дно нашли.
Бабах сразу не последовало. Скорее всего, здесь хариуса нет. Я думал, вчера поздно вечером по темноте уже не ловился он. Видать, его нет здесь от слова совсем. С Саньком, с Калиной, помню, до сюда доберемся за пару дней. Кругом везде наледь. Вот года 2 назад, наверное, так, третий, второй, да, в 2002 году. Я его здесь оставил, сам пошел на свой страх и риск, без разведки, без лыж, топтать на урагане. И чуть было не было. На перекате туда проехал, огромная наледь была там. Обратно еду, а там уже местами открыто. Как проскочил, одному богу известно. Но адреналинчику хапнуло я тогда капитально. А на следующий день уже это все замерзло. И мы спокойно прошли. Сегодня поленился. Лыжи не взял. Не знаю, как там перекаты будут. Пешня-то есть. Будем каждый шаг проверять. Вот здесь вот опасное бревнышко есть тоже. И глубоко, и в то же время льда всегда там нет, потому что через бревно волной идет вода, течение. И возле этого бревна никогда не замерзает толком. Как-то помню, на 8 марта сюда приезжали. Года 3 назад сюда. Вовка прошел. Я за ним. Показалось, что нога провалилась. Здесь порыбачили, он обратно идет. Я ледобуром нажимаю на тот след, который провалился. И ледобур, полностью вот этот длинный спортивный ледобур, ушел туда. И вот где-то почти метр на метр полынью один снег. Льда не было. Как мы там шли, я не знаю. И вот потом мне ребята кинули лыжи. Я по берегу там, по этому бугру, это дело обошел на лыжах. Так что без лыж опасно. Вот здесь глубина более-менее. Может быть, здесь что-нибудь клюнет. Где-то около полуметра подо льдом. Не-а. Даже и не думает. Так, сегодняшний день, походу, ничем не отличается от вчерашнего. Пока все печально. Будем искать. Ничего интересного здесь мы не увидели. Осталась одна лунка вот непроверенная. Сейчас мы ее проверим. И пойдем наверх. Пойдем искать крупного хариуса. Кто ищет, тот всегда найдет. Не верю, чтобы его здесь не было. Все равно хоть пару штук, но я так думаю, найду я сегодня их. Все. Не будем терять время. Пошли. Так, друзья, подошли к опасному участку. И тут я вот как бы пожалел, что не взял с собой лыжи. На лыжах бы спокойно прошел. А так очень опасно. Вот пухлый снег. Там вот видно промоина. Справа промоина. Вот эти два дерева. И не знаю, узкий участок реки. Здесь сильное течение. И в то же время глубина. Метра, наверное, 1,5-2. И как бы опасно. Сейчас будем пробовать. Так что вот взяли лыжи с собой.
Надо их таскать, но как бы пешком не очень-то их. Вот первый лед пробивается. О, слышу, что там нет даже второго льда. О. Просто корочка, вон, о чем я вам и говорил. Вон. И глубина там, мама, не горюй. Вот такие вот пироги. И справа то же самое. Вот так вот, не зная, наступить туда, провалиться. И все, поминай, как звали. Если тем более это эффект неожиданности. Уйдешь по течению сразу туда. Каждый год, когда катаюсь, хочу спилить вот это дерево нафиг. Вот я не знаю, мне кажется, из-за этого дерева идет тут завихрение вот такое. А так спилить, большой водой это все унесет. Все-таки, мне кажется, пусть перекат, но... Блин. Чувствую аж как булькает там все. Неприятно. Не будем стоять. Не будем болтать. По звуку льда даже можно определить, есть там второй лед или нет. Вот тут вот как бы снизу чувствуется, что есть второй лед. Вот тут вот тоже его может не быть. Опа, о, да. Его там тоже нет. И опять это же самое бревно. Блин. Очково. Вот. О! И нет ни дна. Нет ни дна, ни покоя. Вот тут-то я дважды пожалел, что лыжи не взял. Здесь можно провалиться. Еще как можно провалиться. О, и тут нету льда. Мама, что делать? А льда-то нет. И там возле берега, наверное, тоже нету льда. Здесь немного есть вроде бы как. А здесь нету. Блин. Тут как бы волки-то ходить-то ходили. Так, давай пробурим на всякий случай, посмотрим. Обычно проваливается тогда, когда начинают бурить. Так, здесь лед есть. Уже хорошо. Так. Ну вот, самое опасное это вокруг этих деревьев. Здесь почему-то никогда не замерзают никакие морозы. Возле деревьев постоянно наметает сугроб. Что там, что здесь. Место узкое, течение сильное. И бурлит, получается. И не замерзает.
На лыжах-то никаких проблем нет. На урагане тоже как бы не опасно. А вот так вот пешком вообще нежелательно ходить. Тем более без пешни. Все. Ну пока прошли. А так, если мы сюда приедем на урагане в этом году, обязательно надо будет пропилить и то бревно, и это на будущее, чтобы это большой водой все унесло. И на ровном участке уже не будет так накручивать водоворот. Ну ладно, все. Дошли. Вот здесь будем начинать уже бурить, потому что здесь на этом участке бывало года 2 назад неплохо половили. И размер такой был впечатляющий. Бурим, идем за удочками и держим путь дальше. Ну, оббурили мы это место. 15 лунок, 2 удочки, разные мормышки, разные нимфы. Где-то минут 40, наверное, если не больше. Проверил все, ни одной поклевки. Странно. В общем, достал камеру Калипсо. Глянем подводный мир. И пойдем дальше искать, если здесь нет ничего. Просто, ну как-то не верится, что ни одной рыбки нет здесь. А посмотрим. Включаем. Так. А посмотрим, что за дно здесь. А дно здесь вот такое вот. С корягами. Песочек. И ни одной рыбки. Так. Так. Ну правильно. Вот оно и не ловится, что здесь рыбы нет. Ну 2 года назад здесь были хорошие чушки. Или 3 уже, наверное, скорее всего. Ну да, года 3. Если не 4. Мы потому что были на старом урагане еще. Ураган Универсал. Паровозиком 3 корыта. Вместе со мной 4 человека. Тогда пробивали целяк. Нагрелся мотор, и мы где-то здесь вот остановились. Сам Бог помог тогда. Если бы мы здесь не остановились, потому что ехали по целяку и была уже немного наледь, то мы бы в эту полынью и врюхались бы, утонули. По крайней мере, урагана бы утопили точно. Так, а вот здесь очень много травы вышло со льдом. Здесь даже немножко камни есть. А рыбы нет. Ну-ка, что за растительность? А, вот она. Вот она, эта растительность, которую мы выкопали. Коряга здоровенная. И больше ничего. Нет рыбы здесь, нету. Ладно. Осталось еще 4 камеры. Больше снимать пока на камеру подводную не будем. Выключаем. Сейчас я посмотрю. Если что вижу, сделаем включение. Пока и мы выключимся. Ну вот, друзья, наконец-то я размочил счет. В общем, пошел, пробил дорогу метров 150, наверное. Оставил бур, пешню. Пришел за удочками, пришел за корытом.
поднял одну удочку, подошел к крайней удочке. Думаю, дай-ка шевельну пару раз. Шевельну, поклевок нет. И тут смотрю, у меня потащило, и вот он, наконец-то. Вот он первый. Наконец-то я размочил счет. Ура, ура, ура. А если бы я просто взял, поднял и ушел, то ничегошеньки бы я не поймал. Вот поставил такую вот желтую, большой банан тяжелый. Пашка осколком мне дал, подарил. Мормышки в этом году всякие разные, с коробочкой. И на мормышку нет. А так иди подальше, наконец-то. Я даже сначала не понял, думал, зацепился куда-то. Вот так вот раз проверил. У меня удочка стояла, ни одной поклевки не было. Камерой смотрел. Тут тоже коряжник, песок, трава. Вот так вот стоял, и ни одной поклевки не было. И тут шевельнул раз, шевельнул два. Вот она, долгожданная поклевка. Я даже не заметил, что она клюнула. Просто я думал, сначала зацепился об лед. Вот так вот шевельнул было. Уже все, собрался, уже все, хотел идти. Все-таки есть рыба на этой реке. Я понимаю, что это может быть, скорее всего, был одиночка. Проходной какой-то. Шел и случайно попался. Моя нимфа попала ему на глаза, и он тюкнул. Но главное, что он попал. Я уже счастлив. Я уже рад. Обалденный запах, конечно. Аромат. Если так мы будем идти в два приема, сначала ледобур и пешня, а потом корыто, мы так долго не пройдем. С одной стороны. С другой стороны, тащить все разом как бы тяжело. И не проверяя пешней, как бы и опасно тоже. Так что как-то вот так вот. Два приема. Сначала ледобур, пешня, потом возвращаюсь, тащу корыто. Потому что место сейчас пойдет с перекатами. Я понимаю, может быть, не так глубоко не утонешь, но мочиться тоже нежелательно. Если провалимся, это надо будет сразу уже идти в избу. Все. Это был один-единственный хариус. Конечно, после того, как поймал, хочется опять пройти все эти лунки проверить, как обычно я делаю, но не будем. Не будем. Все, пошли, потопали вверх искать новые места. Поклевка. Поклевочка. Оп. Опа. Есть контакт. Есть контакт. Тут мелко. Перекат. Но в прошлые года здесь немножко поклевывало. Бурю лунки. И смотрю, у меня тюкает удочка. Ну вот. Может быть, хоть на одну жареху наскребем потихоньку. Все. Один и был. А срут-то как взрослые, блин. Сытые.
Полные брюха, дерьма у них. Жируют. Все. Один и был. Ладно, оставляем. Может быть, еще что подойдет. Ну вот, второй. Это чуть поменьше, но нормальный. Фух. Кедровки уже тут как тут орут, блин. Оставишь на льду, быстро утащат. Так. Не понял, что, но походу это была рыба. В общем, пробурил с десяток лунок. Везде мелко-мелко. Тут буквально на 10 сантиметров глубже. Думаю, дай-ка переставлю. О! Дай-ка переставлю удочку. Переставил. Вот, точно, это была рыба, поклевка. Вот. Янцкадан. Значит, и первая была рыба. Просто ни разу не дергала, просто я начал отпускать. И последовал тяжесть, как бы зацепил корягу. И в лунке начала подниматься вода. Но так как подсечки не было, он сошел у меня. При этом ни разу не дернув. Оп, еще была поклевка. Этот взял на желтую мормышку большую. То, что Пашка мне отправлял. Оп, есть. Есть. Еще один. Этот на нимфу взял. От Янцкадан. Ну вот, наконец-то. Наконец. Нашли мы этого хариуса все-таки. Двоих подряд с одной лунки — это уже результат. Дай бог не подлезь, не последнюю. А первый был вот там вот. Сейчас мы это дело обурим, правда, очень мелко. Можно посадить ножи. Прямо вот так вот, сантиметров 5-10 глубина. Здесь чуть глубже вот. Вот, получается, столько где-то лед. Ну да, сантиметров 20 здесь подо льдом может быть. А тут местами даже этого нет. Вот так вот. Еще искал глубину, хотел установить удочку. Вот так вот, думаю, пойду дальше буриться. И у меня бум, смотрю, зацепилось что-то. Тащу, у меня вода пошла с лунки. Ну, хорошенький, видать, был. Не зря же говорят, рыба бывает 3 размеров. Мелкая, средняя и та, которая ушла, сорвалась. Вот у меня как раз вот была 3 размера, которая ушла. Опа! Оп, бляха. Вот так вот была поклевка. И досадная зацеп нимфы об лед. Вот минус 2 крючка. Это то, что он цепляется об лед. Он зацепился об лед. Хариус, конечно, уже ушел. Если бы он не ушел, он бы отцепил мне тут крючок сам. Блин, бывает. Ну, свой плюс тоже есть. Большую часть все-таки попадает на нимфочку, чем на мормышку. Ладно, пойдем искать ветку. Отцеплять. Так, отцепили. Сейчас посмотрим,
Возьмет, нет еще. Вроде была поклевка. Вроде клюет. Ну. Оп-оп-оп. Блин, то же самое. Зацепилась об лед. Видать, здесь перекат, течение. И несмотря на то, что лунки я пробуриваю по направлению к течению, видать, все равно маловато. Верхняя нимфа цепляется об лед. Сейчас опять зацепился и был сход. Оп-оп, есть, оба! Так. Есть контакт. Попался на нимфу. Вот так вот. Мы искали его на плесах, а он оказывается на перекате. Ну как перекат? Тут тоже плес, можно так сказать. Только он мелкий. Был бы перекат, здесь было бы открыто. Тут вон расширяется, получается. Река мелкая. Глубины нет. Оп. Что-то было. Вот при такой глубине, если попадется хороший крупный хариус, очень тяжело его вытаскивать. Он просто не лезет в лунку. Ну. Ладно. Пробурю еще пару лунок по этой стороне. Здесь вроде... Оп. Вот Янскадан. Вот так вот. Вот на нимфу взял. Ну вот. Это уже... Вот это уже мне нравится. Хоть что-то домой принесем, а не пустые приедем. 4 хариуса с одной лунки. Это уже хорошо. Оп. Еще поклевка была. Сейчас попробуем нимфу пониже отпустить. Раз она любит нимфу. Вот так вот дадим слабину и в толще воды. Оп. Вот так. Ага. Была поклевочка. Мормышку положили на дно, а нимфы играем в воде. Блин. Мелкий, что ли? Что-то мозг компасирует. Оп. Нет. Такой же. Такой же красавчик. Так. Опарыша съели. Сейчас посмотрим, попадет ли на голую нимфу. Вообще пустая. Без опарыша. Не, ну его нафиг. Не будем экспериментировать. Лучше нацепим опарыша. Оп. Сход.
Ну, не крупный был, Васек. Клюнул на мормышку на этот раз. Так, ну вот пробурил еще 5 луночек. По этой стороне пока не врюхался в песок. Тут вообще сантиметров меньше 10, даже сантиметров 5 подо льдом. Здесь на этих 4 лунках немного глубина есть, так что есть надежда. О, нормальная глубина. Возможно, сейчас будет поклевка. Я так думаю. Я так думаю. Тут рыба должна быть. Нет, ты смотри. Ладно. Потом как получше проверим еще той удочкой желтой. С желтой мормышкой, с синей нимфой. О, тут еще глубже. Хорошо. Еще немножко глубже. Сразу вот так вот сделаем отверстие для удочки, чтобы потом не ковырять во льду. А в пухлом снегу лучше удочку не оставлять, иначе хорюс может унести. А так вот сырой лед в одну кучу нагребаю, делаешь там отверстие, замерзает и как постамент получается для удочки. Очень удобно. Правда, когда едешь на снегоходе и наезжаешь на эти бугорки, приятного мало, но в принципе кто делал эти бугорки, то знает, где они есть, и всегда можно объехать. Вот ты смотри, когда ожидаешь поклевки, когда вроде бы вот и глубина нормальная, и все, поклевок нет. Тут уже чуть помельче опять. Сразу сделаем отверстие. Видать, небольшая стайка была. Ну там одного, вот здесь мы поймали одного. И там получается 5 штук. 5 вроде бы или 4, не помню уже. Не хотят. Ну ладно. Оставляем удочку здесь. Сейчас возьмем ту нашу удочку и попробуем пройтись еще по лункам. Раз, два, три, 4, 5. Все верно. 5 штучек. Ну, хоть кайф получил. Итого у нас уже 7. Жареха есть уже. 7 штучек на сковородочку. Отличная жареха для всей семьи. Уже хорошо, уже не пустой. Сегодня приеду домой. Я уже рада. А еще не вечер. Еще где-то примерно, наверное, полдень. Часиков 12. Все, здесь закончились. Надо искать дальше. Топаем, топаем. Короткое включение. Вот хочу показать, сколько здесь волков. В принципе, это может быть одна и та же стая. Но вот все следами вон. Огромная
протоптанная толпа на берег. Вот тут вот промоина, видать, волк проваливался. Вот, как я говорил, вот возле деревьев, где много снега, там лед проедает и льда нет. Вот какаска волчиная шерстью. Кого-то сожрал. То ли бобрика, то ли лося. Вон сколько шерсти. Ну а мы все топаем. Вот. Вон как все истоптано. Где точно знаю, что лед хороший, иду. Короче, все несу на себе. А где опасные места, два подхода. Сначала пешной, потом иду за корытом. Как-то так. Продвигаемся потихонечку. Наша цель сегодня дойти до ямы. Так, ну вот, притопали еще на одно перспективное место. Прошлый год, да и более ранние года на этом месте поклевки были. Прошлый год тоже не так, чтобы много, но половили. Не помню, штук 7-8-то точно, наверное, выдернули здесь. Как бы здесь бывает. Когда больше, когда меньше, но пустым это место не было. Всегда глубина нормальная здесь. Как бы есть надежда. Так что вот пробурили первые две луночки. Сейчас поставим удочки и попробуем оббурить эту площадь. Лунок 10-15 хотя бы. И потом видно будет. Если есть, я так думаю, должны увидеть поклевки. Судя по тому, что как сегодня клевал хариус, где он есть, кушать он потихоньку сегодня кушает. Значит, если мы его найдем, то должны поймать. Пошли бурить. Так, у нас была поклевочка. Оп. Опачки. Есть контакт. В общем, пробурил 3 лунки и до земли. Вот каждый год здесь бурим. И каждый раз не то чтобы забываю, но там, где, допустим, прошлый год было хоть немного, но воды было, в этом году там уже песок, земля уже засыпала. Каждый год дно реки меняется. Один, что ли, был. Ну, видать, подошел, потому что сколько времени прошло? Минут 10-15, наверное, как эта удочка стояла. И только-только подошел. Ладно. О, это что было? О, поклевка. Поклевка. Это что? О, господи! Вот такого крупного хариуса я еще не ловил. Вот такого малыша я еще не ловил. Иди, дурачок. Вот такой вот крупняк у нас. Ударил чуть
удочку не сломал. А? А? И еще один такой же, что ли. Ну. Тоже, видать, небольшой. Хотя иногда и крупный бывает так. Дрочит. Это малышок вообще чуть крупнее того. Иди, Васек, гуляй. Мал золотник. А, господи, еще крупнее немножко. Иди гуляй. Ну, давай, если по возрастающей. Теперь должен быть на полкило. Детский сад. Ну, хоть какое-то шевеление. Хоть мелочевка, и то уже интересно. Кто-то опять долбит. Ну, что там? О, что-то сидит уже. Хо-хо. Господи. Иди, дурачок. Иди, иди. Иди. Иди гуляй, Вася. Крупняк попер. Крупняк попер. Есть поклевка. Есть поклевка, господи. Одни Васьки, блин. Кто-то говорит, что нельзя типа хариуса трогать голыми руками, что он получает типа ожог, и мотивирует это тем, чтобы не выпускать его. Типа смысла нет. Ну, не знаю, аж откуда они это взяли. Какой нахрен ожог? Вот, по возрастающей. Чё, да, пожарился. Если получала бы рыба ожог, то бы живцы вон, которых насаживаешь, когда ловишь налима, там такого малька, ты считай, его поймал, взял в руки, пока нацепил. Как если судить, он должен быть весь в ожогах. Сгореть он должен быть нафиг. Потом вот такой вот крючок еще в спину, хрясь ему, и он еще живет день, и два, и три, а если удачно, то и неделю бывает живет, пока его налим не снямкает. Какие нафиг ожоги? Вы о чем? Ни о каких ожогах речи быть не может. Ты хоть руками, хоть ногами, хоть чем бери его, этого хариуса. Другое дело, да, если он заглотил крючок, и ты вытащил ему жабры, или с пищевода кровь пошла, таких, да, смысла нет отпускать, он все равно подохнет. Вот из-за этого я как бы не люблю рыбачить вставными удочками. Мелочевка попадет, заглотит, и уже хочешь не хочешь, а надо будет брать. С вырванными кишками хариус не выживает. Ладно. Пойдем пробовать те лунки. Опа-на!